В рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в поселке Вурнары ведется строительство коллектора хозяйственной бытовой канализации с очистными сооружениями. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской республики Александр Воробьев побывал с рабочей поездкой в Вурнарах и ознакомился с ходом строительства. Очистка сточных вод действительно была здесь давней проблемой, и теперь она постепенно решается, отметил он. Объект уже возводится на протяжении 2 лет. Общее финансирование 406 миллионов. На текущий 2020 год у нас запланировано выделение средств в размере 177 миллионов рублей. И есть соответствующий график выполнения работ. Мы видим, что на объекте все работы ведутся в соответствии с графиком. Уже запущены и канализационно-насосные станции, и сети канализационные уже, в общем-то, подведены. В настоящий момент идет монтаж технологического оборудования. Сейчас на объекте заняты 50 рабочих и 20 единиц строительной техники. На конец июня текущего года уже завершено устройство трансформаторной подстанции, магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации, электроснабжения и другие работы. А тестировать новые очистные сооружения будут уже в сентябре текущего года. На текущий момент объем выполнения работ составляет 85%. Кассовое исполнение 94 миллиона рублей. В настоящий момент мы никаких рисков по данному объекту не видим. Все в плане. Подрядчик у нас добросовестно выполняет все свои планы и обещания. Ну и администрация района также держит вопрос на контроле. В общем-то, здесь все по плану. И я думаю, что в указанный срок, а это 30 ноября, объект будет запущен. Подрядчиком здесь стала организация АО «Передвижная механизированная колонна 8». Здесь есть место и для инноваций. Нужно отметить, что раньше мембранная технология применялась для очистки питьевой воды, а теперь ее стали использовать и для очистки системы канализации. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. На сегодняшний день у нас остается здесь работы именно по очистке, мы занимаемся, и монтаж оборудования, подключение оборудования идет у нас сегодня. Сети магистральные фактически 100% у нас закончено. Провели испытания. Последние недоделки, штрихи там доведут. И сегодня магистральные сети фактически считаются законченными. Здесь в данное время у нас 70% мы считаем, работы здесь завершены. Потому что сейчас ведутся оборудование, монтаж оборудования. Земляные работы остаются, и поэтому мы, как планируем сегодня на 1 сентября, здесь основной выйти на пусконаладочные работы. После ввода в эксплуатацию к новым очистным сооружениям подключат более 100 многоквартирных домов в поселке Вурнары, а также около 500 жилых домов в частном секторе. Тут пока будет обслуживать многоэтажные дома, их у нас 128 многоэтажных дома. Часть частного сектора тоже пользуется. В перспективе мы сейчас над этим работаем. Хотим подготовить проект водоснабжения и водоотведения всего поселка Вурнары, в том числе частного сектора. И поэтому мощность этих биологически-очистных сооружений, она запроектирована с перспективой врезки всех этих сетей. Кроме того, к новым очистным сооружениям подключат и местные предприятия. Это фирма «Август», Вурнарский завод «СОМ», Вурнарский мясокомбинат и АО «Кабель-Медь». Объект позволит сократить объемы неочищенных стоков, сбрасываемых в Волгу. И в свою очередь будет способствовать сохранению благоприятной окружающей среды и улучшению качества жизни населения. Елена Яковлева, Антон Небытов. Жизнь столицы.